Меня зовут Лариса Ахмадеева, я художник, живописец и пастелист. И делаю периодические выставки в разных городах и странах, музеях, выставочных залах, в Союзе художников, в театральных фойе, в консерватории, в молодежном театре делала, в Нидерландах при фонде Анны Павловой я запечатлела балетных, театральных людей, балетных, ну и достопримечательностей. Это все выставляла в посольстве Нидерландах, на фестивале посольств, где были представлены культуры, 60 посольств представило разные культуры международные. Я пишу с натуры, быстро делаю работы, но нравится запечатлять вообще разностороннюю жизнь и все ее проявления. Петербург, конечно, связан он с искусством, с балетным искусством, с музыкальным искусством, и поэтому на выставку, я думаю, выставка открывается вот с этой работы. Это 7-я симфония Шостаковича, которая прозвучала во время блокадного Ленинграда. Какая сила у Шостаковича, то, что музыка, можно сказать, повлияла и дала силу на победу. Вы сейчас находитесь в постоянном представительстве Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это у нас постоянно действующий орган государственной власти. Мы отвечаем за взаимосвязь северо-запада нашей страны и Республики Татарстан. Я постоянный представитель этой организации. И основная наша миссия – это развитие экономических отношений, это привлечение инвестиций, но вместе с тем мы уделяем очень большое внимание развитию и культурных отношений, поддержке наших татарских художников, творческих деятелей, певцов. И в этом ключе вот очень наша хорошая одна из традиций – это открытие выставок здесь, на площадках нашего представительства, татарских художников, работающих в Санкт-Петербурге. Отрадно то, что у нас здесь очень большое количество татар, которые занимаются профессионально художественной деятельностью. Около 40 татарских художников профессионально занимаются этой работой. У нас прошли несколько больших выставок наших татарских художников в городе Казани. Они, также казанские художники, были здесь, в нашем великолепном городе. И эту работу мы будем продолжать и дальше. А сейчас вот мы собрались еще на одну выставку Ларисы, которая имеет непосредственно большие перспективы дальнейшего развития. У нее очень хорошая картина, очень прекрасная работа. Первая у нее выставка, оказывается, была у нас в городе Казани. В 2007 году, и очень хорошо освещало телевидение, была онлайн-конференция в Татарстане. Вот. Но мне очень понравилось, да. Но почему-то уже такой период прошел выставочный, что только сейчас намечается в музее Шаляпина. Ну, к юбилейному году Татарстана очень хорошо, и здесь работы представлены Шаляпин, Ахматова. Ну, в самом деле, про работы мы сейчас расскажем отдельно, здесь будут и другие выступления. Вы сами убедились, что очень разносторонний охват. Это у нас Анна Ахматова. Здесь непосредственно пейзажи Петербурга, это и натюрморты, и все, и разная техника исполнения. На самом деле, Первая выставка у меня была в Казани, в первой художественной старейшей школе, акварели, после первого класса. Но я исполняла там акварели моих дедушек, которые оказались в Башкирии, при Екатерине татар отправляли на освоение земель Башкирии. Красная горка называется, потому что Красная гора, на Уфимка протекает река, и там теперь наши родственники тоже. Но на самом деле, что хочу сказать, вот эта выставка
она открывается, но это только начало большой пути. Выставки ваши должны быть и в городе Казани, это однозначно, это бесспорно, об этом мы тоже будем думать. И потом у нас вот при постоянном представительстве есть уже клуб творческой интеллигенции Санкт-Петербурга, который включает певцов, художников, Ну, я знакома с писателей. многими. И в каком-то ключе вот эта работа, она будет этому Мне в только 2006 способствовать. году только татарская публика была. В Союзе художников «Голубой гостине» у нас пел певец Хамид эту песню на татарском языке, танцевала Альфия, это свой экспромт балетный. Ну, вот А кто вот. И еще были профессуры. не да, увидели, это вот из Альфия, университетов. картина Альфии, вот прямо на А той из комнате. Гамбурга это представители гамбургского балета. Потом в 2007 году я поехала в Гамбург к Джону Наймайеру. Так приятно Но с это вами были вести вот татары, этот которые из Мариинки, как бы Марат Дужайн, он сейчас в Америке, и вся его династия. Если Мне кто- в 2007 году кто говорят, а еще- где у тебя Нуриев? И только сейчас... Я сейчас все заканчиваю, все. Сейчас цветы вам прощу, и все, уйду. Вот там, кто обратит внимание, там Нуриев. В самом деле, великолепное отражение образа Нуриева. Если кто уже увидел, у нас памятник Нуриеву открыли напротив нашего театра оперы и балета имени Мусаджалия. Именно вот тот образ, который в картинах Ларисы, и образ уже в монументальном виде, который Нуриев дань в городе Казани, есть что-то общее. Оба автора смогли найти вот этот взлет, и который еще никто из мастеров балета не смог повторить. Именно столько момента в прыжке быть еще никто, как Нуриев, еще никто не смог. Но, одним словом, сейчас я все передам. Мы вас поздравляем с этим открытием. Это наше благодарственное письмо. У нас вот здесь наш главный куратор Ильдус Вахитов. У нас здесь много художников, наших друзей. Я всех, они потом еще свои слова скажут. Но вот про Ильдуса Эфенди я отдельно скажу, потому что он один из наших моторов. Он Да, я знаю. молодец. Но я тоже моторчик, Вот- и мы так вот в разные будьте- стороны. Моторы идут. Будьте ближе к Я в нему, посольстве в Нидерланды, он в Крым. будьте ближе к нам, и у вас все будет хорошо. Вам Спасибо благодарственное огромное. письмо. Да, эти цветочки. Мы вас благодарим. Думаю, что все у нас будет хорошо. А так, Нет, корабли я сейчас хочу вручить, на самом деле, потому что... Вот. Шамиль, подай, пожалуйста. Я увидела ее работы замечательные, мне показалось, что это будет очень здорово, когда эти работы будут сопряжены с музыкой, потому что они полны музыкальности, эти работы. И ее пейзажи, и картины, где изображен быт и выступления балерин, но не было оперных певцов. Я руковожу оперным театром, и мне было безумно интересно, чтобы Лариса побывала И у для нас. меня это новость такая была. И вот Работа. из этого знакомства выросла большая такая творческая дружба. Например, ее работы замечательные мы использовали в одном из спектаклей, которые показывали для огромного стечения публики в центре Петербурга на Малой Конюшиной. Это был спектакль, который старинная опера, но действие происходило на вернисаже, и там вот картины Ларисы, живые, настоящие работы, а не какие-то там театральные подмалевки. Они, конечно, были совершенно замечательным украшением и сделали, можно сказать, спектакль. Но больше всего мне нравится, когда Лариса приходит к нам на репетиции или на спектакли с мольбертом. У нас идет спектакль, или мы там занимаемся, она сидит и делает наброски. И потом через день-два мы видим в интернете готовую картину, на которой вот эти сцены и спектакли, эти молодые артисты красивые, которые, конечно, и надеяться не смели, А что сейчас художники знаменитые будут писать их Перебью. портреты. В мартовском журнале в Московском «Культура», называя «Дом культуры», будет статья Людмилы Модиной и мои работы, получается, ну, с описанием. Я, Вот. конечно, и как руководитель театра, и как журналист, я совершенно не могу мимо Ларисиных работ Еще надо пройти. на блокадную тему мне написать.
Просят, Москва просит, Я почему просто не надо хочу удовлетворить публику. внимание особенно занимать. Я считаю, что она очень интересный художник. И с точки зрения того, как она смотрит на мир, как она смотрит... Вот она человек, который родился не в Петербурге, но я ее называю настоящей петербурженкой, потому что она видит город глазами человека любящего, восхищающегося этим городом. А это очень здорово. Таких людей не так много на самом деле. И мне, например, очень ценно, что она делает эти зарисовки и оставляет для будущего, для историков театра вот эти работы, которые сегодня совсем молодые люди еще пытаются на сцене делать. Лариса приходит, смотрит своими глазами ребенка, такого удивляющегося, и потом все это запечатлено. Я вообще в шоке была от вас, настолько вы Поэтому я очень эмоционально рада, и что у тебя экспрессивно, здесь и в образах, разных образах. Это настолько меня поражает, что я это все передаю на работу. Тут музыка и живопись, это, как известно, вещи Но это петербургская стезя еще. дополняющие. Да. Я тебя поздравляю, Ларочка, и желаю, чтобы у тебя было выставок очень много. И, конечно, чтобы была обязательно выставка на родине. Я хочу сказать, что мы с Ларисой Ахмадеевой встретились, вот как раз она рассказала об этом, на концерте памяти прорыва блокады, в концерте в публичной библиотеке. Немножко такой мрачноватый зал, но классические колонны, и собралось очень много блокадников, собралось много замечательных музыкантов, и они увидели, что рядом со сценой кто-то стоит и рисует. И я, когда разговаривал с публикой, я сказал, что это должно их дисциплинировать, немножко подтянуть. Они, может быть, сейчас попадут на полотно будущего знаменитого художника. И вот произошла такая встреча, и во время нашего концерта, я говорю, когда мы выступаем, когда мы знаем, что за нами наблюдает художник, за нами наблюдает деятель искусства, близкого музыки, то мы и сами старались хорошо выступать, хорошо петь и доставить всем удовольствие и создать нужную атмосферу. А то, что потом при более близком знакомстве с творчеством Ларисы Ахмадеевой я познакомился и с ее работами, посвященными балету, посвященному городу, ее рисунки, которые она сделала, картины, которые она делала за границей, это показывает ее колоссальные, как говорится, горизонты, диапазон ее творчества. И было очень интересно, ведь мы представляем себе, что художник, когда приходит, это какие-то наброски, и после этого мы... А тут, после концерта, мы вдруг увидели один картон, второй картон, третий картон. И на следующий концерт, на который мы пригласили Ларису, все пришли и тоже одели такие красивые концертные платья. Она говорит, я даже не ожидала, что будет такая гамма. Ну, в общем, она своим искусством доставляет радость, бодрость, и хочется пожелать ей всего самого доброго, самого хорошего, чтобы у нее было много выставок, чтобы ее картины и ее персонажи ее картин, и чтобы сам город получили настоящее обрамление ее творчеством. Ну вот с Ильдусом мы здесь давно знакомы, организатором, не вижу его, да? Он знает мое отношение к Республике Татарстан, к нему лично. Я все время говорю одно и то же. Ребята, если бы мы были все такими, как вы, Россия была бы уже самой первой страной в мире. Понимаете? Потому что у вас больше русского, чем в нас, в остальных. Понимаете? И главное, что вы не теряете оптимизма и любви, оптимизма к жизни и любви по отношению к остальным народам в нашей стране. Как вы сумели так организоваться, я не представляю, потому что я с детства дружу с ребятами, у нас во дворе всегда были представители Татарстана, но главное, что вы несете в себе ту составляющую, которая консолидирует людей при всех сложностях и вопросах, которые в России к себе существуют всегда.
Ну, наверное, вы знаете больше ответов. Ведь когда в каждом из нас вопросов к себе больше, чем ответов, значит, мы живые люди. Значит, мы смотрим вперед, мы ищем ответы. И, конечно, находим ответы через художников. А какие? Эстетические. Потому что вера держится не только на том, что мы добьемся за 100 лет, пока каждый из нас конетелится на земле, извините, что так говорю, вот, но и мы должны поверить в продолжение жизни. И здесь вечную жизнь, вечную любовь, и в последующем вечную жизнь повыше. Вот вам это как-то удается. И Ларисе то же самое, потому что я не знаю, какими путями вы оказались в Петербурге. Я заметил вас с помощью Меня бинокля. тянуло просто. Я Серьезно? внутренний голос говорил, мне надо ехать. Опасное состояние, опасное, потому что Петербург Ну, на вот самом папа деле... меня не пускал, никуда не поедешь, Да. а мама у меня такая, пусть решает, почему бы и Да, нет. вот интересно. Дело в том, что Петербург вообще это опасный город. В каком плане? Ну, Что да. если всерьез к нему прикасаешься, то он тебя потом проявляет Затягивает. и дает возможность или уйти в забвение, или добиться признания. Но я художникам всегда говорил, Чем сложнее, тем выше ты. потому что, вот говорят, Петербург окно в Европу. На самом деле, вы на часы посмотрели, не останавливайтесь. Но у меня так и произошло, кстати. Дело в том, что Петербург не окно в Европу, это линза. Это одновременно и линза, через которую мы можем увидеть весь мир. И одновременно это зеркало, в котором мы можем увидеть себя, в той правде, которой принадлежим. А как принадлежать себе? В диалоге с собой всегда говорить правду. Вот Ларисе это удается. И она в Петербурге... и она... Художник делает через картину. Да, и она не боится писать Петербург. А вообще, если всерьез, то Петербург написали по-настоящему единичные художники. И на 2 руках пальцев, может быть, только хватит, их можно перечислить, кто справился. Потому что Петербург, он сам по себе. Он закрыт. И если человек не способен его любить, даже обладая мастерством творческим, то он никогда не отобразит Петербург, его душу не сможет прикоснуться к душе Петербурга. Ларисе это удается. Вот здесь жалко нет Прошкина, нашего выдающегося петербургского художника, который пишет Петербург и открывает его в определенных тональных особенностях и ракурсах. Это удается далеко не каждому. И я вот удивляюсь, как такая маленькая девушка, вот Лариса, может видеть те ракурсы и то пространство Петербурга, и даже включая при этом передние планы, что может сделать только большой человек. Значит, похоже, что вы большой человек. Вот. Я не скрываю. Вот, так что, а вот весь остальной поиск, понятно. То есть скромность не позволяет скрывать. меня сразу прижимает, а я не скрываю. Но дело в том, что это замечательно. Когда все от чистого Но если сердца. я с великими людьми всегда встречаюсь, как же так? Вы знаете, я художникам все время одно и то же говорю. Вообще пользуюсь камерной обстановкой. Я бы так себе не позволил говорить другой. Ну же здесь же все братья. Да. Так нет, все братья, а мы с вами особенно, правильно? Так вот, смотрите, я художникам говорю всегда одно и то же, что я вам завидую всем, и Ильдусу тоже завидую. Вы, во-первых, делаете только то, что вам нравится, а потом вас лет через 200 признают. Но, понимаете, как Ларисе удается добиться признания не через 200 лет. Вы знаете, по секрету. У меня внутренний анализ идет, Да. во-первых, да, и мне нужно это показать, рассказать еще людям, что я делаю. Вот. Потому что Ван Гог не мог это делать. Вы знаете, Я все это читала, география, на чем как все опыт, серьезно. как бы. Да, вы философы, Вы я тоже извините, философ. дело в том, что у меня есть справка, что я Наполеон. А то, что философ, у меня пока нет. Лариса считает. Просто я не боюсь рассуждать. Так вот смотрите, что интересно. Дело в том, что Лариса на самом деле, одно дело любить ее, другое дело любить ее произведение, а собрать воедино образ художника, принадлежности своему искусству и поиску, это редко кому удается. И она заслуживает изучения, но сейчас вот мы можем только этапные какие-то ее достижения признать, потому что открытие на самом деле есть. И при том найденном в собственном языке,
она сделала уже открытие и даже определила символы, на которых держится ее любовь к людям, к Петербургу, городу, к природе. Поэтому это все заслуживает отдельного изучения и внимания. Вот. Ну, в общем, вы вызываете зависть в самом хорошем смысле этого слова. И все, я заканчиваю. Спасибо большое. Ну вот видите, вы сделали ошибку. Такой нет, я скажу ничего. В общем, смотрите, на самом деле, что такое жизнь? Ну, для кого-то это период, который надо прожить обыкновенной, простой человеческой жизнью. Родить детей, посмотреть на внуков, порадоваться свету, солнцу и, как говорится, смиренно покинуть этот мир. Не мы это придумали. Вот. Для кого-то отдать себя в искусстве, обладая творческим эго. Но есть человеческое эго. Между творческим и человеческим очень тонкая граница подвижная. Можно быть художником, оставить великолепное произведение, обделить своих близких, детей, жен, родственников, понимаете, отдавая себе искусству. В будущем это будет оценено. А как себя разделить между искусством и жизнью? Простой жизнью удается редко кому прожить. На простую жизнь, обыкновенную, счастливую, на небе очередь большая. Поэтому нужно обладать огромной силой, которой обладает Лариса, чтобы отдавать себе полностью искусству. Это выбор. Вот. И тогда можно одно стихотворение? Вы читали все время? Да. А я почувствовал, что я тоже что-то хотел высказать. А что ищет художник? А он ищет красоту. Для себя, кажется, для себя, оказывается, для других. И вот я тогда переведу на творческий язык, ладно, то, что вы делаете. Мгновение жизни, мгновение чувства, мгновение счастья, мгновение любви. Что оно значит для нас? И почему иногда кажется вечностью? Человек придумал живопись, скульптуру, архитектуру, в конце концов. Вернее, живопись, скульптуру, архитектуру, фотографию, в конце концов, лишь бы прикоснуться к тайне искусства и показать свои ощущения другим. И так уже тысячи лет. Неведомая сила толкает художника искать, удивлять, удивляться. Вот, пожалуйста, перевод того, что происходит. Как же классно я живу, не бросаю суету. Жизнь дана всего лишь раз, чтобы поставить мощный пласт. Прибежали коммерсанты, заподозрив мощный пласт. Стали снова предлагать, чтобы участвовать опять в их коммерческих идеях и несбыточных моделях, виртуозных смелых фраз. Все же это на показ. Ничего не предвещая, сможешь выставить себя и не думай, что зазря. Всю коммерцию свою можешь получить всегда, если бы участвовал. Сказки верить я не стала. Сбор художника опять предвещает оболгать. Буду я свои картины по музеям выставлять. Вот. Ну так. Не я философ, это Лариса философ. Но у меня через стихи приходит то, что мне нужно сделать в жизни. Потому что предложения идут, а я прячусь, что мне это выбрать или то-то. Вот здесь мне очень понравилось на самом деле это предложение, потому что оно связано с Казанью, с Татарстаном. И как бы узнала по-новому интересных людей, представительства, что они к искусству очень открыты, и что им интересно это, и интересен взгляд художника, как он отражает нашу жизнь земную. Спасибо огромное, конечно. В общем-то, куда я не позову, в общем-то, она всегда, говорится, дает согласие и с удовольствием участвует. Ну и вот как и эту выставку, в общем-то, я и предложил. У нас по плану она была выставляться здесь. И, в общем-то, сказал, мне ведь надо время, чтобы это все подготовить. Ну, в принципе, это за месяц мы уже подготовили различили. Вот это. Сначала только Петербург, да. потом Ахматов. Ну и вот получилось так, что, в общем-то, разнообразные работы, касающиеся не только Петербурга, но и других, акценты выставлены. И, в общем-то, показывает о том, что ее многообразие, как уже было выше сказано. Ну и что я могу сказать еще? Пожелать ей дальнейших творческих успехов, не останавливаться на достигнутом. Вот. И, как
художники говорят, быть поскромнее, но двигаться вперед. Вы знаете, Лариса, я познакомился лет В 10, наверное. 2006 году была выставка персональная в Союзе художников. Умница моя, вот у ней голова какая. Вы компьютер. спели «Яблони» на Да не татарском. пел я, она меня с кем-то спутала. Я не пела. Ну я подыграл ей, конечно. Очень, Потому что я она до так сих пор настроена это была на звучало. позитив, я думаю, ну подыграю, почему ее расстраивать. Там профессора были, Да. докторы наук, просто публика ленинградская, и наша татарская публика тоже профессора. И вот он спел «Яблони». Я просто... Это не я был, это мы Это вы были. Он шутит всегда. Слушайте, вот, значит, Мягкий голос, что настолько хочется проницательный. сказать. Человек замечательный, просто добрейшей души человек, позитивный, улыбка у нее очаровательная, художник хороший. Ларисенька, я тебя поздравляю с открытием выставки, это знаменательное событие в твоей жизни. Это вообще для всех вы доставляете радость, для жителей Санкт-Петербурга, татар, в частности, своих друзей, родственников, всех близких. Это очень приятно, что вы меня пригласили, я очень благодарен вам. Я рада за это, встрече да. новой. Давно не Да, виделись. да. В общем, замечательных вам позитивных таких творческих успехов, только добро, только свет, только солнце, не надо нам мраков в живописи, таких состояний, значит, только на позитиве, что у вас есть. Да. Когда Держайте. пишу, я радость создаю. Держайте, да, вот то, что я увидел, я еще не Еще там не там видел. увидите Шаляпина, Хорошо. Рахматову и это. Седьмая симфония Шостаковича Всё, во время. будем дружить дальше. О! Сейчас еще у нас продолжение этой выставки будет в другом зале. У нас еще одна комната есть. И вообще, татары Санкт-Петербурга, они уникальный народ. Они представлены везде. Вот уже было сказано про певцов, про профессоров, про скульпторов. Также у нас есть наши гордости, которые мы всегда об этом говорим. У нас есть великолепные меценаты, вот скажем, Алюшев Шамиль Исмайлович. У нас есть краеведы, которые заслуживают такого внимания, такого признания, вот скажем, Теляшов Рахим Халилович. Это вот сейчас он закончил великолепный двухтомник по истории татар Санкт-Петербурга. Уникальнейший труд появился. У нас есть великолепный, можно чуть поближе, Магдиев Ренат Рауфович. Только недавно ему присвоили имя доктор технических наук. Он наш гордость. Он один из самых первых руководителей нашей татарской общественной организации НУР Плюс, которая здесь до сих пор работает в Санкт-Петербурге. Он у нас редактор газеты НУР. И больше того, вчера ему исполнилось 60 лет. Вы видите, как все вот хорошие, прекрасные события, они в одном ключе происходят. Вот великолепная открылась у Ларисы выставка. Вот сейчас появился вот такой повод поздравить нашего Рената Рауфовича. В этом году у нас столетие ТАССа. Вот очень ограниченном количестве медалей по этому поводу. И первый медаль, который нам достался в Санкт-Петербурге, мы вручаем по этому хорошему поводу Ренату Рауфовичу. Мы познакомились неожиданно на одном из концертов, когда выступали мои студенты, выступали исполнители, и на этот же концерт моя знакомая сказала, что она пригласила свою подругу Ларису Ахмадиеву, замечательного молодого художника, и мы тогда познакомились. Это был концерт, посвященный 75-летию Победы, снятию блокады в публичной библиотеке. Там замечательный такой классический строгий зал, и была публика. Публика, конечно, понимала и представляла, и все те тексты, которые мы адресовывали им и пели о Ленинграде,
о Ладоге. Все это было очень близко. И Лариса при этом рисовала тоже. И после, я думал, что это будет, знаете, как обычно художник делает небольшие там наброски, но она после концерта уже практически как бы готовые большие эскизы представила, и нам так это понравилось. Я люблю очень живопись, я вообще с детства меня так воспитывали, мы часто ходили в музеи, на выставки, вернисажи, вот, и поэтому для меня увидеть город, который мне близок тоже как центр искусства, как замечательная архитектура, Мы истории. прошли с вами по Невскому, вы мне это рассказали Да. еще, что вы как бы знаток искусства, про Дайнеко вспомнили. Да. И, конечно, все те выставки, которые проходят, посещаю всегда. Но вот мне показалось, что вот эта вот всеохватность, такая жажда, и где и искусство, и где музыка, и где и танец, где балет, и где город. И я узнал наши многие, я вот рассказывал, что я в театре комедии когда-то еще в детстве, можно сказать, играл в спектакле, и я видел этот кусок Невского проспекта, это Елисеевский магазин знаменитый, и набережные, и Белосельского-Белозерского дворца. А там у меня первая выставка в Вот. Петербурге была в 2001 Вот. году, и сейчас у меня уже почти 20 лет выставочной Да, и деятельности. поэтому я когда смотрю, это для меня и воспоминания о тех годах, которые у меня связаны с этим, потому что я Белозерских, я тоже там выступал, с оркестром пели там. У меня И как вот раз, да, где оперы и концерты. концерты, там замечательный концертный зал, замечательная концертная площадка города. Вот. И я очень рад, что мы познакомились с Ларисой Ахмадеевой, и что она еще, безусловно, будет на спектаклях, будет на концертах, и я буду следить за ее художественной жизнью, да, за ее успехами, и хочу ей пожелать всего самого хорошего. Очень рада нашему знакомству, и будем Да, продолжать. так что как только у нас какие-то интересные концерты, сейчас вообще много Юбилейный концертов, концерт, особенно да, 75 лет. у меня и юбилейные должны быть концерты. Но это не важно, я считаю, что самое главное вот эти даты, такие общегосударственные, национальные нашей гордости, нашей победы, нашего города, и все то, что связано с ним. И мне очень отрадно, что у Ларисы в ее работах эти темы очень ярко, очень плодотворно переплетаются и поражают, в общем-то, ее уже зрелостью мастера. Наше знакомство с Ларисой Ахмадеевой произошло очень современно, в интернете. Я организовала в свое время такую группу в интернете, она называется «Петербург. Открытый город», которая объединила людей искусства в основном, которые живут во всем мире, но любят Петербург. Не обязательно с ним связаны даже рождением, но связаны любовью к этому городу. И мы познакомились так с Ларисой, которая вошла в эту группу, и, конечно, я сразу увидела ее работы. Работы меня поразили прежде всего, знаете, своей музыкальностью. Даже те работы, которые не связаны как-то с театром, она очень много писала балет, но даже пейзажи Петербурга были очень музыкальны. Мне это страшно понравилось, мы познакомились лично, и Ларису позвала наш театр как-то представить ее творчество в Константиновском дворце. Это было чудесно. Были ее замечательные работы, там был балет, который она пишет, и были наши певцы. И так наше знакомство произошло. И дальше оно пошло по нарастающей. Лариса заинтересовалась театром, а я заинтересовалась ее работами. Несколько ее работ мы взяли для спектакля. Не как художника спектакля ее использую, а просто поскольку действие спектакля происходит на вернисаже, то было замечательно использовать живые картины.
И Теперь в работы... журнале будет «Культура». Московский журнал в марте выпустил статью с Людмилой Модиной и с этими работами. Вот. И это было следующая чудесно. будет выставка с ними как бы вне Голландии. Там будут консульства и их концерты, я буду фиксировать их моменты. Ну и подарки, как всегда. И вот эти работы, конечно, они украсили сцену, спектакль этот шел на улице, прямо в сердце Петербурга на Малой Конюшиной. Такой был проект, музыка на книжных аллеях, и вот этот спектакль был там показан. И работы Ларисы, они просто вписались замечательно. И потом Лариса стала приходить к нам на спектакли, на репетиции. И вот когда я видела со сцены там, или из зала глаза Ларисы, у меня, честно говоря, поднималось настроение, потому что редко ты видишь такой заинтересованный, такой взгляд живой, почти вот детский взгляд на искусство. И она приходила с мольбертом, она стояла мольберт, и во время спектакля или во время репетиции она делала зарисовки, а потом появлялись эти картины, в которых были какие-то сцены из этих спектаклей или концертов, и наши артисты, это, как правило, люди молодые, очень красивые, но, конечно, они не могут претендовать на то, чтобы большие художники писали их портреты, да? И вдруг мы видим в интернете портреты этих молодых людей в каких-то сценах заняты. Это все совершенно красиво, прекрасно, и нас восхищает. Да. И вот последний раз у нас была премьера, это был спектакль не оперный, а музыкально-драматический, посвященный Синатре, такой совершенно неожиданный для нашего театра. И Лариса сидела там в зале, я смотрела на нее из-за кулис и думаю, ну если ей нравится, значит это действительно получается. И она была настолько восхищена, взгляд у нее такой был замечательный. И потом, через 2 дня буквально появились эти работы, которые безумно всем нравятся, потому что вот в них отражен мир театра таким, как он есть на самом деле, не приукрашенный. И мне кажется, наше такое сотрудничество, оно очень плодотворно и для художника, и для артистов. Я ее поздравляю с открытием выставки замечательной. Надеюсь, что в следующей выставке мы увидим и те работы, которые она написала. На голландской, уже, да, да. будет. Я в экспозицию вошла и Анна Ахматова, так как, конечно, она связана с Татарстаном. Ее поэзия меня очень вдохновила на эту работу прямо перед выставкой. Вот. Ну и так как у меня пишутся стихи, я стала заново их прочитывать и ее, как бы, ее лирику. И она мне показалась настолько романтичной, глубокой, и как бы любовь настолько сильно проявилась. И настолько чисто все было написано, что мне ее хотелось написать пастелью мягкой и такой романтичной. Ну и так как меня постоянно сравнивали с Ахматовой, даже когда в Союз художников я поступила, мою фамилию произнесли Ахматова. И я не поняла, что я вступила, хотя мне говорят, ну, первым номером, да, утро года. Вот. И потом мне пришлось как бы произнести Ахмадеева. И говорят, да, вступили, тогда я уже только поняла. Вот. Кадрлы Дуслар, дорогие друзья, сегодня на открытии выставки Ларисы Ахмадеевой мы познакомились с новым ее творчеством. Еще в 2006 году я, будучи главным редактором татарской газеты в Санкт-Петербурге «Нур Свет», писал о ее творчестве. Такая заметка была в нашей газете. Сам я, Магдиев Ринат Рауфович, татарин, родом из Ташкента, приехал в Санкт-Петербург, но очень давно, в 1977 году. И за эти годы, когда потянула национальная черта, как раз возрождение культуры в Санкт-Петербурге проходила под руководством Мухлисы Хамзиновны Зариповой. Мы приняли участие в мероприятиях, в творческих вечерах татарских певцов, исполнителей и художников. Мы, как бизнес, организовывали выставки художников и творческие вечера
исполнителей и певцов. Творческий путь. Надо отметить, что общественность была поддержана, и консолидирующую силу придавал представительство Татарстана в Санкт-Петербурге. Оно на себя абсорбировало вот эти мероприятия и давало толчок восприятия не только в Санкт-Петербурге, но и в Татарстане, и в других регионах нашей необъятной страны. Когда Всемирный конгресс, то нас всегда приглашали, мы принимали участие и там расширяли свои контакты. Представляя татар Санкт-Петербурга в регионах мира. Поэтому очень рад сегодняшнему мероприятию. Пожелаю Ларисе Ахмадеевой дальнейших успехов в ее творчестве, восприятие современности. Оно расширяется и предваряет новые события в культурной жизни Санкт-Петербурга. Хотелось бы выразить благодарность представительству Татарстана в Санкт-Петербурге в связи с наградой меня, памятной медалью столетия Татарстана, так как я долгие годы возглавляю татарское общество «Нур-Плюс», был главным редактором татарской газеты, которая, в свою очередь, была продолжателем той первой татарской газеты в Российской империи, газеты «Нур». И, что было очень приятно, в год столетия газеты нас приглашали в Татарстан, и руководство Татарстана, проводя мероприятия в пирамиде, поднимало нас на этих мероприятиях. Спасибо.